Смотрите в программе. В китайской столице заявили о полном избавлении от коронавируса. Врачи выписали последних 2 пациентов. Более сотни образовательных учреждений Якутии получат новое оборудование в рамках нацпроекта образования. Почти 3 сотни якутян удалось трудоустроить на Чииндинское месторождение в рамках программы «Местные кадры в промышленность». В эфире «Вечерние новости». Здравствуйте. В китайской столице Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19. Последние 2 человека выписались из больницы. За все время распространения инфекции было зарегистрировано 935 заболевших. Сейчас в столице Поднебесной действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля. В частности, носить маску на улице не обязательно. Однако это разрешение не распространяется на людей, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места. Лаборатории Якутии за минувшие сутки обработали более 2700 анализов, из них 46 оказались положительными. Такова последняя информация оперативного штаба, которую в ходе ежедневного брифинга озвучила министр здравоохранения республики Елена Борисова. Из 46 новых случаев в Якутске 22 заболевших, в Оленёкском районе 5 новых случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Татинском по 3 больных, в Хангаласском и Нерюнгринском районах по 2 и единичные случаи в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. Коронавирус унес жизни еще 2 человек за минувшие сутки. Также Елена Борисова рассказала о том, какие теперь медицинские документы нужно будет предоставлять в школы и дошкольные учреждения. В этом году у нас изменились правила. Мы медицинские осмотры будем проводить непосредственно в школах, а в детских садах это медосмотры уже начаты. Тех детей, которые впервые поступают в детский сад. Акцентирую ваше внимание, что для школ справок на коронавирусную инфекцию не требуется. Для садиков будет требоваться справочка о противоэпидемических мерах и эпидобстановке на домашних адресах, и в том числе по заболеваемости коронавирусу. Данную справку можно будет получить в городе Якутске, организовано в детских садах, когда вы будете проходить профилактический осмотр. В районах это единое окно, где вы можете обратиться и получить справку, как и в привычной ситуации по эпидобстановке. Первые рециркуляторы поступили в школы Якутска. Партия состоит из 500 приборов. Также началась установка тепловизоров для измерения температуры учеников и педагогов. Первыми оборудование получат школы номер 2, 5 и 26. Тепловизоры установят во всех 52 школах города до конца августа. Ранее наш телеканал сообщал, что рециркуляторы позволят ученикам школ в столице республики не носить маски во время уроков. Более сотни образовательных учреждений Якутии получат новое оборудование. В рамках нацпроекта образования в регионе проходит обновление материально-технической базы школ и СУЗов. Когда школы и СУЗы получат новые приборы и программное обеспечение, материал Полины Долинской. С этого года Министерство просвещения страны проводит в школах и колледжах эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Программа стартовала и в нашей республике в рамках нацпроекта образования. Всего новое оборудование получат 76 школ и 26 учреждений среднепрофессионального образования. Под цифровой образовательной средой понимается единая информационная система, объединяющая всех участников образовательного процесса, то есть учеников, учителей, родителей и администрацию школы. Республика получила субсидию из федерального бюджета для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта образования. У нас в республике он реализуется с 2019 года. Участниками являются общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования. В 2019 году их было у нас 15 школ и 2 учреждения СПО. То уже в 2020 году у нас уже 102 образовательные организации, это из них 76 школ и 26 СПО, учреждений среднего профессионального образования. В 2021 году у нас будет 68 учреждений участвовать, и в 2022 году будет участвовать 79 организаций. Реализацию проекта начали еще в конце 2018 года, и он направлен не на переход на дистанционное обучение, а на создание новых цифровых возможностей в школах. Финансирование проекта до конца 2022 года составляет более 500 миллионов. Из них было реализовано более 230 миллионов в этом году.
закупки проведены в срок, оборудование получили. Вот сейчас, как раз в эти дни, в активном, так скажем, режиме образовательные организации получают оборудование. Это 38 ноутбуков, в том числе из них 30 ноутбуков для мобильного класса, для применения обучающимся в образовательном процессе. Это 2 интерактивные панели МФУ для создания цифровой среды, для ведения электронного документооборота, для ведения, так скажем, информационных систем. В свете последних эпидемиологических событий в мире и стране многие образовательные учреждения почувствовали на себе всю необходимость цифрового оснащения своих предприятий для бесперебойной организации учебного процесса. Транспортный техникум поселка Нижний Бестях не стал исключением. Сначала все были ошеломлены, но, в принципе, со временем все нормализовалось и нормально прошло. Завершили учебный год. Получено нами сегодня оборудование поможет организовать предстоящий учебный год, точнее учебный год в этом очном и дистанционном форме. Уже сейчас на базе национального проекта образования, предложенного президентом России Владимиром Путиным, многие учебные заведения нашей республики оснащены электронной библиотекой. Работает сетевой город образования. Учреждениям, получившим поддержку в этом году, еще предстоит большая работа в рамках данного проекта. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. С 1 сентября более 62 тысяч учащихся начальных классов республики будут обеспечены горячим питанием. Средства на это поступят в ближайшее время. Объем федеральной субсидии составил более 419 миллионов рублей из расчета 75 рублей 79 копеек на одного ребенка в день. При этом стоимость питания одного ребенка формируется из нескольких источников – федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Как пояснили в региональном министерстве образования, стоимость однократного горячего питания в Якутии выше, чем в среднем по России, и зависит от набора продуктов питания в том или ином районе. Меню, как и ранее, будет согласовываться с территориальными управлениями Роспотребнадзора. Федеральные средства доводятся из средней стоимости набора продуктов питания для обучающегося с 1 по 4 класс по среднестатистическим ценам 2020 года. По России. При этом мы понимаем, что в Республике Саха-Якутия стоимость тех же продуктов питания, она будет разной в зависимости от транспортной логистики и иных факторов. Поэтому усредненно подходить к расчету стоимости и необходимых средств необходимо по каждой школе, по каждому муниципальному району. И родители это тоже должны понимать. Механизм выравнивания тарифов на электроэнергию для всех потребителей Дальнего Востока обсудили в Госдуме. Он рассчитан до 2028 года. Соответствующий законопроект уже разработан правительством России. Новые подходы по субсидированию энерготарифов должны быть утверждены на этой неделе. Позиция регионов Дальнего Востока такова, что наряду с льготами для субъектов малого и среднего бизнеса целесообразно продлить перекрестное субсидирование и для отрасли ЖКХ. Общая сумма надбавки составляет 37 миллиардов рублей. В случае отмены программы выравнивания у регионов возникнут дополнительные расходы. В Якутии эта сумма может составлять более 8 миллиардов рублей. В нашем регионе самый продолжительный и энергоемкий отопительный сезон. Он длится от 9 до 11 месяцев. Из республиканского бюджета ежегодно субсидируются расходы за оплату ЖКУ в размере 26 миллиардов рублей. Если мы говорим о реализации проектов на северных территориях на Дальнем Востоке, то в первую очередь нам нужны дороги, нужна энергетика. Выравнивание тарифа до 2028 года, он должен, наверное, все-таки рассматриваться как вариант. Потому что, исходя из того, что если, допустим, для бюджетного сектора всей бюджетной системы будут установлены тарифы, которые сегодня действуют 71 рубль, то в этом случае, конечно, возникнут задолженности. Потому что мы должны понимать, это касается и федерального бюджета, и регионального бюджета, и муниципальных бюджетов. Те выпадающие доходы, которые возникнут, плюс доп. Расходы, плюс выпадающие доходы, которые возникнут у промышленных потребителей, так как они наверняка все это отнесут, это будут выпадающие доходы у субъекта.
Реализацию первых проектов, основанных на принципах бережливого производства, завершили в Якутии. Их создают в рамках проекта госкорпорации «Росатом. Эффективный регион». В начале года в качестве пилотных площадок для внедрения методов производственной системы были определены предприятия ГУП ЖКХ, Якутская птицефабрика, ЛОРП и акционерное общество «Водоканал». Так, основываясь на принципах бережливого производства, «Водоканал» оптимизирует сбор платежей с населения. В рамках этого внедрено направление квитанций в электронном виде. Это позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на получение квитанций и оплату счетов. Принципы бережливого производства, они основаны на открытии проектов, которые направлены на постоянное улучшение процессов. То есть рассматривается любой процесс в организации или на предприятии, и путем устранения и выявления всех видов потерь сокращается его время протекания, как следствие, то есть снижаются трудозатраты и тем самым уменьшаются издержки. 270 жителей Якутии трудоустроят на Чииндинском месторождении. Наши специалисты будут работать в Ленском районе по проекту «Местные кадры в промышленность». Желающие могут подать заявки в региональный государственный комитет по занятости населения или направить документы на рассмотрение подрядным организациям «Стройтранснефтегаз». Глава республики Айсен Николаев сообщил, что первые 59 специалистов отправились на месторождение сегодня, 26 августа. Сейчас ведется совместная работа с такими компаниями, как «Алмазы Анабара», «Газартстрой» и «Стройтрансгаз», «Трубопроводстрой». Презентация еще одной книги, посвященной памяти участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды Николая Иванова, прошла в селе Амга Амгинского района. Николай Иванов был призван в ряды Красной армии в 1942 году. Он стал курсантом минометного батальона Забайкальского фронта. В 1944 был направлен для прохождения службы командиром стрелкового взвода на 3-й Прибалтийский фронт. Николай Евсеевич принимал участие в освобождении городов Пскова, Витебск, Полоцк и многих других. Вернувшись с войны на родину, после смерти супруги сам вырастил и воспитал 3 детей. Николай Иванов стал ярким примером для многих. О его подвигах на войне и в мирное время подробно описано в новой книге. Книга найдет своего читателя. Я надеюсь, что она будет интересна не только людям, которые знали Николая Евсеевича, не только родственникам и землякам. Но я думаю, что она может быть интересна и любому читателю, потому что его пример, его судьбы очень уникален. И на этом пока вся информация. До встречи в следующих выпусках новостей.